Права коренного народа на самоопределение. Сегодня в Киеве на эту тему прошел круглый стол, в котором приняли участие члены Меджлиса, ученые и правозащитники. Называть Меджлис экстремистским – это абсурдно, считает директор Института востоковедения Александр Богомолов. Таким образом, оккупанты показывают, крымские татары – нежелательный элемент на полуострове. Это будет попытка сломать каждого отдельного человека и так далее. И Россия на самом деле поставила себя в такой ситуации, она поставила под сомнение свою собственную законность своего присутствия в Крыму на самом деле. Потому что логика уничтожения Меджлиса – это логика оккупационного режима. Запрет Меджлиса приведет к дальнейшим репрессиям в отношении крымских татар на оккупированном полуострове, уверены в Меджлисе. Поэтому надо действовать, а не ждать решения оккупационного суда. Сегодняшнее судилище – это политический процесс против всего крымско-татарского народа. Должно быть заявление Верховной Рады Украины. На такое заявление будет реакция всего международного сообщества, что в случае запрета, решения так называемого суда о запрете и продолжающихся репрессий в отношении крымско-татарского народа могут быть усилены санкции со стороны международного сообщества, в частности, со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов Америки. Уже сейчас Меджлис в оккупированном Крыму на подпольном положении. Собираются у друг друга дома, рассказывает заместитель главы Меджлиса Эльми Умеров. По его мнению, для защиты прав коренного народа необходимо внести изменения в Конституцию о статусе Крыма. То, что мы будем продолжать свою деятельность, я думаю, это не вызывает сомнений. В Украине необходимо принять целый ряд законов, которые гарантируют права коренного народа в Украине. Это закон о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа. Депутаты должны напрячься, набрать конституционное большинство и внести изменения в Конституцию, назвав территорию полуострова Крымско-Татарской автономной республикой. Снижать свою активность в Меджлисе не собираются. Если все же оккупационная власть запретит Меджлис в Крыму, то их представительство откроют США и ЕС, заявил Рифат Чубаров. Будемо відкривати і зараз ведемо підготовчу роботу свої представництва в Брюсселі, Вашингтоні. Більш активізувати міжнародне суспільство. Я маю на увазі щодо санкцій, маю на увазі допомогу міжнародної спільноти Україні, в тому числі до вирішення питань людей, які зараз були вимушені тимчасово покинути Крим. Суд по запрету Меджлиса пройдет на оккупированном полуострове 17 марта. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР.